Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах к этому часу. Любая работа нужна, любая работа важна. Житель Бердигистяха Сергей Распутин вот уже 23 года убирает мусор жителей села. 100 дней до Великой Победы отмечают в Усть-Алданском Улусе. В рамках юбилея во втором Лигойском наследии проведут 80 патриотических мероприятий. В предстоящие выходные многоборцы Якутии выявят нового обладателя Кубка чемпиона. На соревновании также подведут итоги года Федерации национального многоборья. На расширенном заседании обсудили итоги работы органов надзора за прошлый год. Участие в заседании принял глава региона Айсен Николаев. В результате работы прокуратуры восстановлены трудовые права более 9 тысяч граждан, пресечено более 11 тысяч нарушений в сфере экономики, выявлено 239 коррупционных преступлений. Для возмещения ущерба прокурорами заявлены иски на сумму свыше 280 миллионов рублей. В ходе заседания прокурор республики Максим Попов определил приоритетные задачи на первое полугодие этого года. В зоне особого внимания находились вопросы прямого общения с гражданами. Принято прокурорами на личном приеме более 5000 заявителей, рассмотрено 33 тысячи обращений. В 367 селах организована реализация лекарств для населения. 465 граждан обеспечены льготными лекарствами. 847 инвалидам, в том числе детям, предоставлены средства реабилитации. Житель Бердигистяха Сергей Распутин вот уже 23 года убирает мусор жителей села. У него девиз «Любая работа нужна, любая работа важна». После публикации статьи «Атенджон Улелен Багарбат. Другие не хотят работать, а Сергей» было много отзывов. Многих заинтересовала судьба сироты, воспитанника детского дома. И почему-то именно за Сергея Распутина, получивший ключи от новой благоустроенной квартиры по программе ветхого жилья, бердигистяхцы были сердечно рады. Сразу же в первый день неравнодушные односельчане подарили с новосельем холодильник и кровать. А люди с благодарностью за добросовестный труд приносят Сергею подарки и по сей день. Рад, что в этом году получил квартиру. Столько ждал, 25 лет. Наконец-то дождался. С коммунальных работников рая подарила постель. Там вот тоже кухонный там сервис там. Очень рад этому. Спасибо, то, что они откликнулись. Малый бизнес приобретает все большее значение в экономике и становится одним из важных факторов социальной и политической стабильности, стратегическим ресурсом развития страны, региона и республики. В Нюрбинском районе на сегодняшний день количество субъектов малого предпринимательства составляет 2207. За прошлый год в бюджет района сумма налоговых поступлений составила более 73 миллионов рублей. Наиболее распространенной нишей для открытия своего дела в Нюрбинском районе являются отрасли строительства, общественного питания и местного производства. Положительная динамика в развитии предпринимательства в районе напрямую сказывается на благополучии населения. Надо отметить, что в прошлом году услугами бизнес-инкубатора воспользовались более 2000 субъектов малого предпринимательства. Проведено 45 мероприятий с охватом более 560 человек. Имущественной поддержкой воспользовались 19 начинающих предпринимателей, услугами дистанционного бизнес-инкубирования 11 субъектов малого предпринимательства. Выручка резидентов составила более 67 миллионов и налоговых отчислений более 3 миллионов рублей. До Великой Победы осталось 100 дней. В преддверии этого события население второго Лигойского наследия Усть-Алданского Улуса начало акцию по дорогам Победы, где за 100 дней они должны пройти более 20 тысяч километров. В сумме за этот год наслег планирует провести еще 79 мероприятий. Всего с данного наслега на разных фронтах Великой Отечественной войны приняли участие 142 храбрых воина. Из них 82 человека пали смертью храбрых. Они отдали жизнь ради мирного будущего. А эта акция – это дань памяти, что нынешнее поколение помнит их храбрый путь от села Тулуна до Хайнсберга. Мы с наслегом решили отметить 80 мероприятий. И один из мероприятий у нас мы решили сделать, чтобы отметить 100 дней до Победы. И
За эти 100 дней мы должны прошагать 27 047 километров. Это километры победы, где по этим километрам шли наши деды воевать. В детском центре дополнительного образования Алекминского района прошла интеллектуальная игра «Викторина», вопросы которой были посвящены теме блокадного Ленинграда. Несколько команд приняли вызов и стали участниками викторины. Надо отметить, что школьники с честью справились с заданиями. Главная цель мероприятия не только отметить тему 80-летия Победы. Намного важнее сохранить память в поколениях, чтобы никто не смог переписать нашу историю. Он таки остался непобежденным. Город на Неве, Ленинград. Город, жители которого одержали победу и выстояли. Десятилетия отделяют нас от тех людей, и все сложнее понять, как они смогли. Интеллектуальная познавательная игра «Непобежденный Ленинград». Это игра, посвященная Дню полной снятия блокады Ленинграда и году защитника Родины, защитнику Отечества. Игра вся посвящена блокаде, всей информации о ней. История Ленинграда впечатана жизнями его жителей в память поколений. Нашим поколениям осталось малое – сберечь эту память. Историю надо знать? Историю обязательно стоит знать. Как говорит мой учитель, историю важно знать, чтобы не допускать ошибки прошлого. Согласна. Вообще, мероприятие было интересно или ты пришел, потому что обязали? Нет, я сам захотел прийти. Узнал что-то новое для себя? Да. В интеллектуальной игре приняли участие несколько команд, о победе не спорили. Ведь и в этом случае главное – помнить. Моя свекровь Лидия Ивановна Шафеева очень часто рассказывала об этом. Всю историю мы знаем, доносим до своих детей, до внуков уже. Да, конечно, это незабываемая тема. Вопросы звучали разные. Над некоторыми задумывались и взрослые. Радует, что практически все вопросы получили ответы. Это мероприятие у нас в прошлом году стартовало, имело успех. У нас даже попросили провести это мероприятие для взрослых среди организаций. Мы тоже это имеем в виду. Возможно, мы в этом году так сделаем. Самое важное – не допустить, чтобы историю переписали. Слишком дорогой ценой оплачена победа. История интересный предмет? История, да, интересный предмет, потому что каждый человек, не зная историю, обречен без будущего жить. Потому что на истории учатся многие ошибки, и они потом не повторятся в будущем. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В стенах Центра культуры имени Гагарина подвели итоги года детства. В числе самых значительных достижений прошедшего года названы проведение международных спортивных игр «Дети Азии», открытие 14 школ и 4 детских садов по всей республике, запуск первого детского телеканала «Току». На мероприятии объявили районы-победители конкурса на лучшее проведение года детства. Это Ленский, Татинский, Тампонский, Горный районы и городской округ Жатай. Дан старт году защитника Родины в Якутии. Очень много интересных инициатив. Там, допустим, моя первая профессия, когда давали 20 тысяч рублей детям, чтобы они могли оплатить любые курсы, там, вождение, программирование. И вот по первые 1000 детей это прошли. Вот эту программу мы продолжим. Карта жителей Юного Якутии, где мы 5000 рублей будем давать возможность, типа пушкинской карты, только вот помладше уже, да, когда могут дети выбрать секцию любую, тоже 5000 рублей оплатить там, секцию спортивную. В Якутии проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Более 800 школьников и студентов со всех уголков республики демонстрируют свои навыки в 154 компетенциях. Одной из соревновательных площадок стал колледж цифровых технологий «Айтын» в городе Покровске, где участники показывают свои умения в 8 компетенциях. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Колледж цифровых технологий «Айтын» с 2019 года ежегодно принимает участников республиканского этапа чемпионата «Профессионалы». В этом году количество участников превысило 140 человек, среди которых школьники, студенты, эксперты и организаторы. Ранее на базе учебного заведения соревнования проходили по 6 компетенциям, преимущественно в области IT. Но в этом году список расширился. Также у нас новые компетенции. Разработка мобильных игр, разработка виртуальных миров по категории студента.
География участников обширна. На соревнования приехали представители Горного, Татинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Нерюнгринского районов и города Якутска. Также присутствуют участники из Верхневилюйского улуса, среди которых Ростислав Петров. Он уже 3-й год соревнуется в категории юниоры по компетенции разработка мобильных приложений. Мне дали задание с нуля сделать полностью функционирующее приложение на тему бета-версия онлайн-магазина брендированной обуви. И на это вам дается сколько времени? Сколько часов? 3 дня. Каждые по 4 часа. И сегодня 2-й день. Ну, где-то я сделал, не знаю, примерно 60%. Тем временем в соседнем кабинете проходит первый соревновательный день по компетенции интернет-вещей. Это направление связано с инженерными технологиями. Участникам предстоит собрать аккумуляторную батарею с помощью робота и компьютера. То есть ребята через робота-манипулятора собирают аккумуляторные батареи, а в свою очередь робот-манипулятор он должен заменить бракованные батареи на стандартные. Ранее участники соревновались командно, но в этом году правила изменились, и задания теперь выполняются индивидуально. Ну, с командой было бы легче, а так одному тоже неплохо. И вот разбираюсь сам. В этой компетенции я начал заниматься только в этом году, с начала января. Да, это сложно, но это очень интересно. Стоит отметить, что колледж Айтын ежегодно становится соревновательной площадкой чемпионата «Профессионалы» благодаря выигранному в 2020 году гранту в рамках нацпроекта образования. Эти средства позволили оснастить 5 мастерских высокотехнологичным оборудованием, что делает возможным проведение мероприятий подобного масштаба. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В селе Барагонцы 1-2 февраля на Кубке чемпиона сильнейшие многоборцы Якутии будут оспаривать возможность участвовать в финальной части игр Дыгына. В этом году будет выявлен новый обладатель Кубка, так как действующий победитель Джулустан Наговицын пропустит этот старт. Кубок чемпиона станет 2-м отборочным этапом на игры Дыгына. Напомню, что в этом году система отбора изменилась. Многоборцам предстоит участвовать в 3 соревнованиях в Якутске, в Усть-Алданском и Чурапчинском улусах. По итогам будет сформирован рейтинг 15 лучших спортсменов, которые пройдут в финальный этап игр Дыгына. В предстоящем соревновании в селе Барагонцы примут участие сильнейшие многоборцы, среди которых победители игр Дыгына Леонид Филиппов, Алексей Уваровский, Вячеслав Дьяконов, абсолютный чемпион игр Манчара Николай Матананов и многие другие звездные спортсмены. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.